Новое общеобразовательное учреждение строится в рамках национального проекта образования. Объект рассчитан на 720 посадочных мест. Более 80 рабочих трудятся для того, чтобы уложиться в сроки и создать для детей самые современные условия. Строительство новой школы началось в июле прошлого года. Сейчас на объекте одновременно идут внутренние и наружные работы. Уже полностью завершена кирпичная кладка. Провели всю необходимую коммуникацию с соблюдением всех норм безопасности. Предусмотрели вентиляционные отсеки и в дальнейшем установят систему пожаротушения. Школу строят по самым современным стандартам. Половые стяжки, первый этаж сегодня заканчиваем. Отопление. Разводку закончили, электрику разводку закончили, вентиляцию разводку закончили. Начали благоустройство двора, устройство стадиона по периметру, устройство забора. Установку окон практически на 90% закончили. Осталось только витражи и 10% окон установить. Здание новой школы модульное. Оно состоит из 5 корпусов. Как и положено, здесь будут созданы все условия для учителей и учеников школы. Спортивные актовые залы, светлые классы, лаборатории и большая столовая. Кабинеты построены с расчетом 27 учеников на класс. Особое внимание уделили пищеблоку. Моечное, раздаточное и подсобные помещения. Тут кафель полностью, укладку кафеля закончили, облицовку стен кафеля закончили. Осталось последний слой шпаклевать, разводку закончили. Осталось двери, установку дверей. Но двери пока мы не устанавливаем. В последнюю очередь двери закуплены, стоят. Пищеблок, столовая рассчитана на 200 посадочных мест. Рабочие места более 30 человек. Общие рабочие места в школе около 80 человек, полностью с персоналом. В рамках поручения главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова во всех образовательных учреждениях, которые сейчас строятся, учитывается вопрос собственных очистных сооружений. Здесь также установлена современная система трехэтапной очистки. Запустили бактерии, и очистные уже работают. В новой школе не будет проблем и с отопительным сезоном. Построена современная котельная с качественным оборудованием. Выгребную яму, антисептик уже пожарный по 135 кВт, 2 пожарных резервуара уже готовы. Установили дизель-генератор, установили БКТП, то есть трансформаторную подстанцию закрытого типа. Установили уже монтаж котельной, теплотрассу провели. Ну, эти работы уже полностью закончены у нас. Также начато озеленение футбольного поля, благоустройство. Начали, уже идет благоустройство. Открытие новой школы позволит сократить дефицит ученических мест и создать комфортные условия для учебного процесса. В прошлом году в Сунже открыли 2 школы, каждая по 720 посадочных мест. В этом году в планах также запустить новые образовательные объекты. В текущем году, в 2023 году, также планируется ввод в эксплуатацию новых объектов, в том числе объект, который вы сегодня посетили, на 720 мест. На сегодняшний день на территории города Сунжи у нас действующих, функционирующих 10 учреждений общего образования. Соответственно, имеется дефицит посадочных мест. И таким образом принято решение, что на территории города Сунжи будут построены и введены в эксплуатацию в текущем году еще дополнительно 2 объекта. Строительство нового объекта в Сунже было просто необходимо. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов дал поручение создать для детей комфортные условия для качественного обучения. Открытие нового учреждения позволит разгрузить 6-ю школу города Сунжи. Мощность нашей школы рассчитана на 220 учеников. На сегодняшний день в нашей школе обучается 676 учеников. Это более чем в 3 раза превышает норму. И поэтому, конечно, построение этой школы – это разгрузка нашей школы. А за этим следует и все остальное. Это условия для детей, условия для учителей нашей школы. Объект планируют сдать к концу этого года. Рабочие укладываются в срок, и уже скоро учащимся будут доступны современные условия для качественного образования. Лина Сычуева, Абдулла Халухаев, Новости 24.